У нас сегодня разговор с Тимуром Сорокиным. Это преподаватель истории, человек, который любит историю, потому что занимается этой историей вот в пределах своей родины, пытаясь сохранить все, что можно сохранить. А вот вы, Тимур, расскажите, чем известна Тимошкина, Старая Тимошкина, да? Что там сохранилось и что пропадает, что требует какого-то внимания, чем вот вы занимаетесь? Ну, рабочий поселок Старая Тимошкина является родовым гнездом имением семьи Акчуриных. С нашим поселком связаны имена величайших представителей этого рода. Это, например, Зухра Сфендиаровна Гаспринская, которая со своим мужем Исмаилом Гаспринским, видным просветителем мусульманским, основали газету «Тарджиман». И она была одной из первых женщин-татарок журналистом. Юсуф Акчура, который был политическим советником Кемаля Ататюрка, свой труд «Три вида политики». По одной из версий есть, что он написал как раз-таки в родовом имении Курамши Акчурина. В Старой Тимошкина труд называется «Три вида политики», который лег в основу турецкого национализма. Он был политическим советником Кемаля Ататюрка, подписывал со стороны Турции мирный договор, который после Первой мировой войны подписывали. Также Юсуф Акчура был депутатом парламента Республики Турции, то есть после уже революции, которая произошла в Турецкой Республике. Получается, Юсуф Акчура связывает ваше место проживания, да, вот Старая Тимошкина с Турецкой Республикой сейчас, да, а кто-то вообще заинтересован с турецкой стороны в сохранении вообще вот этой памяти, этих исторических фактов, мест, истории? Ну вот вы знаете, в этом году планировалась поездка губернатора Ульяновской области в Турецкую Республику, где как раз-таки мы и должны были наладить вот такие тесные связи с турецкой стороной. Ну, я думаю, что с турецкой стороны, конечно же, есть какие-то люди, ученые, просветители какие-то, которые хотели бы приехать, узнать о том месте, где трудился Юсуф Акчура, потому что захоронен Юсуф Акчура на старом кладбище в Стамбуле. Я думаю, что, конечно же, такие вот люди, которые бы хотели наладить связи между Турецкой Республикой и Россией, и вот нашим поселком, конечно же, есть. Но, к сожалению, вот о том вопросе, который вы мне задали, те памятники исторического наследия, которые есть у нас в поселке, к сожалению, с каждым годом их становится все меньше. А что происходит? Вот смотрите, как же так? Это же все знают. Все люди, живущие у вас в Старой Тимошкино, прекрасно знают об этих там домах, местах. Да, вот 19-й год у Курамша Акчурин, Курамша Ибрагимович, у него фабрика находилась еще и в Гурьевке, это наш районный центр, сейчас он называется Барыш. Вот в 19 году сгорела его усадьба. Гурьевская усадьба Курамша Акчурина, Курамша Ибрагимовича Акчурина. В 2020 году, сразу вот после съезда татарских краеведов, который проходил в Томске, я приехал в понедельник, а в среду 800 квадратных метров объект культурного наследия областного значения сгорел полностью. Есть версия, что его пытались поджечь неоднократно за этот летний период. И вот, к сожалению, в сентябре 2020 года здание полностью уничтожено. Сейчас у нас сохраняется 3 дома Акчуриных. 2 из них там живут люди, то есть это в советское время передалось в частную собственность, простите, не в частную собственность, а люди там жили, то есть это был один из домов был еще и детским домом, а вот дом, который хотим мы сохранить и создать там мемориальный музей Акчуриных, он был до 2010 года больницей нашей поселенческой. С 2010 года она закрыта. Здание не отапливается, стекла некоторые уже разрушены, мы пытаемся их вставлять, но они снова люди, которые безответственно относятся к истории, вандалы, разрушают, вандалы, да. Но есть еще такие случаи, что у нас вот ищут там клад какой-то, семья Акчуриных, очень интересно. Камин, который был создан французским мастером, полностью уничтожен, потому что искали вот видимо, в этом камине, искали золото. Спасибо вам за то, что вы стараетесь как-то это сохранить, Тимур. Спасибо. Пусть будет таких больше, как вы. Спасибо. Спасибо.